Здравствуйте, меня зовут Данилова Саяна, я учусь в 8 классе и хочу рассказать вам про свой проект. Он называется «Перелетный путь Стерха и новые места зимовки в Китае». Стерхов осталось не так много, примерно 3000-4 тысячи особей во всем мире. Они, как известно, летом гнездятся и живут в якутской тундре. Осенью стерхи улетают зимовать в Китай на озеро Паянг. Но на озере Паянг есть некоторые экологические проблемы, которые приводят стерхов к тому, что они вынуждены находить другие места зимовки. Стерхи любят болотистую местность с маленькими островками, но из-за повышения уровня воды на озере Паянг, и это привело к нехватке места и нехватке еды. А также на озере Паянг построили гидроэлектростанцию «Три ущелья», которая еще больше сужает их среду обитания. Поэтому они были вынуждены зимовать в других местах, такие как Корея, Япония и Тайвань. Объявили конкурс на место в Саха-Гонконгской орнитологической экспедиции, и я прошла собеседование, написала эссе, и меня приняли. После этого конкурса отобрали 5 человек с республики, и мы полетели в Гонконг. Нашей главной целью было увидеть стерха, и когда мы наконец его увидели, было такое чувство облегчения. Действительно было очень интересно наблюдать за стерхом, которых осталось очень мало, и я была очень рада, когда увидела стерха. После этой экспедиции я решила, что именно эта экспедиция станет стартом для моего проекта, потому что стерхи стали для меня очень интересными. Моя первая конференция, она была в Абу-Даби. Участвовало очень много стран, и я выступила с этой темой. Мы разговаривали там исключительно на английском, было очень много людей, участников. Я поразилась этой страной. Она была очень... Там все очень-очень современно, богато, и там очень жарко. А вторая моя конференция была в городе Якутске. Она была международная, участвовало 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Там мы разговаривали на английском. Я хочу продолжить свой проект. Это очень интересно для меня изучать стерхов. И мой проект поддержала Малая академия наук, и моим научным руководителем является Высокатова Инга Прокопьевна, с которой мы делали все сообща. Она постоянно на каждой конференции меня наставляла, помогала, давала советы. Я хочу поблагодарить Малую академию наук и Ингу Прокопьевну за помощь в моем проекте.